Великобритания объявляет войну, модернизирует армию и начинает подготовку возможных боевых действий. Названа немедленная и неотложная опасность для страны. Решающая битва в Украине. Мировые СМИ затаили дыхание и следят за этими событиями. Покажем. Россияне открыли артиллерийский огонь, взрывы и напряжение в Балтийском море. Информация из Швеции. Все подробности. Переворот в Азии. США зовут на помощь. Резкое изменение правил глобальной игры. Столкновение крупнейших игроков Китая и Соединенных Штатов. Это важно для всего мира. Резкие и прямые заявления, возможные действия. Ситуация в секторе Газа выходит из-под контроля. Самый катастрофический момент с начала войны. Всеобщая тишина началась в Польше. За нарушение миллионные штрафы. Что происходит? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Великобритания объявляет настоящую войну и называет вещи своими именами. The Guardian пишет, что Лондон напрямую объявил Россию немедленной и неотложной угрозой нацбезопасности страны и уже начинает предпринимать в связи с этим соответствующие меры. 3 советника премьер-министра подготовили 130-страничный документ. Впервые за десятилетие. Никаких завуалированных формулировок. Это официально. Новый стратегический обзор Минобороны Великобритании предупреждает. Британия сталкивается с новой эрой угроз, в которой дроны, искусственный интеллект и другие технологии меняют характер войны фундаментальнее, чем когда-либо в истории. Британия начинает наращивать вооруженные силы, создает добровольческие отряды, вкладывает миллиарды в кибербезопасность и цифровое оружие. План увеличить армию, модернизировать флот и авиацию и довести расходы на оборону до 3,5% ВВП. Все на фоне прямой угрозы со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Власти открыто говорят, это новая эра, и если не подготовимся сейчас, потом будет поздно. Кроме того, страна должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие. Такое заявление сделал полковник британской армии Ричард Кэмп на форуме Black Sea Security Forum в Одессе. Вы не можете сдерживать ядерную страну без собственного ядерного потенциала, а стратегическое оружие не сдержит применение тактического. Это просто не работает. Одновременно Лондон с Парижем оценивают вероятность прекращения военной помощи Киеву Вашингтоном как высокую, пишет The Telegraph. Великобритания и Франция думают теперь не над высылкой контингентов в Украину, а над иными способами поддержки обороноспособности страны. Поворотный, а скорее переворотный момент мировой безопасности на кону. Резкое изменение правил глобальной игры. И это важно для всего мира. Сингапур стал эпицентром новой геополитической турбулентности. Стартовавший диалог Шангри-Ла превращается в арену глобальной перезагрузки. Франция предлагает новый альянс Европы и Азии. Австралия говорит о ядерной угрозе, а Китай просто не приехал. Демонстративный демарш Пекина усиливает ощущение надвигающейся бури. США бьют тревогу и зовут на помощь. Глава Пентагона жестко предупреждает Китай о разрушительных последствиях в случае атаки на Тайвань. Любая попытка коммунистического Китая захватить Тайвань силой приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и мира. Нет смысла это приукрашивать. Угроза, которую представляет Китай, реальна и может быть неизбежной. Мы надеемся, что нет, но вполне может быть. При этом США не дают своих гарантий в сдерживании российской агрессии, а уже зовут европейцев помогать на китайском направлении. Шеф Пентагона Пит Хексет, глава оборонного ведомства Соединенных Штатов, призвал азиатских партнеров брать пример с европейцев и увеличить расходы на вооружение. Мы знаем, и это публично, что Си приказал своим военным быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году. Народно-освободительная армия строит для этого необходимые силы, тренируется ежедневно и репетирует по-настоящему. Пит Хексет призвал и европейцев увеличить свое присутствие в регионе, но потом что-то вспомнил. Главу евродипломатии Каю Каллас агитировать не пришлось. Выступая на том же форуме в Сингапуре, она ответила главе Пентагона. Каллас назвала альянс России и Китая величайшим вызовом современности и кратко добавила: Если вы всерьез обеспокоены Китаем, вам стоит не меньше беспокоиться и о России, и о реакции мира на ее действия.
Этот форум уже меняет правила игры. Индо-Тихоокеанский регион смещает фокус с Украины, формируются новые союзы и вызовы, а угроза неконтролируемой гонки вооружений становится пугающе реальной. Диалог Шангри-Ла 2025 не просто встреча дипломатов из 50 стран, а возможный пролог к новой конфигурации мирового порядка. Санкции нам только на пользу. Старый приятель Путина Игорь Сечин с такой тезой вряд ли согласится. Прибыль возглавляемой им Роснефти обвалилась почти на 60%. За 3 месяца Роснефть заработала 170 миллиардов российских рублей. Год назад за этот же период было 399. А это компания, которая добывает половину российской нефти. На ситуацию повлияли не только санкции, но и падение цен на черное золото на мировых рынках. Кроме того, на прибыли Роснефти негативно отразилось аномальное укрепление рубля. Госкорпорация таким образом продает все меньше баррелей за все меньшую цену. Вместе с ней недополучает свою долю и госказна, но, похоже, деньги на войну у Кремля все еще остаются. Россия разворачивает новое наступление. Фронт пылает от Сум до Запорожья. Война переходит в новую фазу. Главком ВСУ Александр Сырский подтверждает, Россия начала полномасштабное наступление на запорожском направлении. Это при том, что за неделю российская армия уже оккупировала 18 населенных пунктов в 3 областях и продвинулась почти на 200 квадратных километров. Особенно тяжелая ситуация в Сумской области, где по приказу Путина формируется буферная зона. Одновременно Россия штурмует по всей линии фронта от Харькова до Донбасса, применяются дроны и артиллерия, активно давят пехотой. По данным Бильд, Украина не успевает останавливать прорывы, несмотря на то, что противник использует уже не танки, а мотоциклы, пикапы и стрелковое оружие. Forbes пишет о начале решающей битвы. Часов Яр – ключевая точка. Кроме того, приграничье Сумщины и Запорожское направление стали одними из основных направлений атаки РФ, говорит Генштаб. Главная сила Кремля сейчас — численное превосходство и пренебрежение к потерям. ВСУ наносят удары вглубь территории РФ. В мае средствами точно поразили 58 целей, включая заводы по производству беспилотников и взрывчатки. Операция на Курском направлении продолжается, но давление России растет. По данным Вашингтон-Пост, наступление РФ сопровождается большими потерями, но это может быть последняя попытка Москвы переломить ход войны летом этого года. Не только на поле боя, но и в умах западных союзников. И все это на фоне тревог НАТО. По данным Bloomberg, Путин может атаковать альянс уже через полгода. Генералы признают, угроза стала вопросом не если, а где и когда. Свистать всех наверх. Швеция усиливает контроль над российским теневым флотом и возвращает мины на карту Европы. С 1 июля страна вводит жесткие правила проверки иностранных судов в своих территориальных водах, прежде всего против танкеров с российской нефтью, которые идут в обход санкций. Их будут проверять на страховку, структуру собственности и потенциальную угрозу подводной инфраструктуре. Власти прямо говорят, теневой флот — это не только санкции, это риск для труб, кабелей и экологии Балтики. А параллельно армия Швеции готовит оборону на земле. Впервые с холодной войны страна массово тренируется расставлять противотанковые мины. 1 солдат, 1 лопата и танк за миллионы можно остановить. Командиры заявляют, это оружие, которое остается активным навсегда. Мины — это довольно простое оружие. 1 солдату и лопаты достаточно, чтобы ее установить. А хорошо установленная противотанковая мина может дать тот же эффект, что и танк, который стоит в разы дороже. На фоне разговоров о войне НАТО-РФ Швеция выстраивает реальный щит. Море под контролем, суша на замке. Россия же тем временем отрабатывает новые сценарии морской войны. В Балтийском море малые корабли Балтфлота провели учения по отражению атак беспилотников и дронов «Камикадзе». Судно «Алексин» открыло артиллерийский огонь в небе и в воде, дроны, подлодки и взрывы. Все это на фоне предстоящих учений НАТО-Балтопс, которые начнутся уже на следующей неделе. Они проводятся более 50 лет, но впервые флот России и Альянса одновременно маневрирует в Балтике. Риск сближения и провокаций выходит на новый уровень. В секторе Газа ситуация достигла критической точки. Одна из крупнейших в мире гуманитарных катастроф усугубляется. Регион на грани необратимого. ООН обвиняет Израиль в насильственном голоде, а все вокруг стремительно выходит из-под контроля. Такого не было с начала войны. Мы уже потеряли десятки палестинцев, которых убили или ранили израильские солдаты, когда стреляли по людям, пытавшимся достать еду для своих голодающих детей. Израиль согласился на 60-дневное перемирие, предложенное США, но Хамас отказывается его принимать, поскольку в документе нет ни слова о полном прекращении огня и выводе войск. Дипломатия зашла в тупик, а на земле начинается гибель от голода и нехватки лекарств. ООН открыто заявляет, Израиль сознательно блокирует гуманитарную помощь, превращая голод в оружие.
Я обращался к Совбезу ООН с предупреждением. В Руанде, Сребренице, на Шри-Ланке нам потом сказали, что мы не действовали вовремя, что не прозвучал сигнал тревоги, чтобы предотвратить геноцид. Сейчас я задаю тот же вопрос миру. Вы собираетесь действовать, чтобы предотвратить геноцид? Его уже объявили заранее. Мы не можем сказать, что не знали, что происходит. Более 2 миллионов человек отчаянно борются за выживание, 66 тысяч детей уже страдают от острого недоедания. Больницы эвакуируются и закрываются. Аль-Авда больше недоступна после приказа об экстренной эвакуации. На улицах хаос, разграбленные склады с гуманитаркой, очереди за едой, дети без медикаментов, погибшие на раздаче помощи, тела которых позже извлекут из-под завалов. В ООН и Красном Кресте фиксируют, новые пункты помощи фактически вынуждают палестинцев переселяться, нарушая международное право. Война в секторе Газа продолжается уже более 600 дней. В ней погибло более 50 тысяч человек. Если сейчас не будет глобального вмешательства, Газа может стать символом окончательного провала человечности в 21 веке. Польша решает судьбу страны. Сегодня день, который войдет в историю, второй тур президентских выборов, и вся страна замерла в ожидании. Почти 30 миллионов бюллетеней уже доставлены, задействованы 31 тысяча комиссий. Это крупнейшая мобилизация избирательной системы за последние годы. В стране действует режим полной тишины. Ни слова о кандидатах, никаких опросов, даже намеков. Штраф до 1 миллиона злотых. Все внимание к урнам. Разрыв называют минимальным, исход предсказать невозможно. Вся интрига впереди. Победу определят колеблющиеся и диаспора. За границей голосуют 700 тысяч поляков. Польша стоит на перепутье, и выбор будет сделан сегодня. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.